Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем, как утром горел знаменитый дом на улице Адмиралтейская. Она сказала, что плитку вроде забыла выключить. Или чайник, или плитку. Пожар уничтожил одну квартиру, но так или иначе пострадали и все остальные. Расскажем, как в Казани задержали наркосбытчика из Нижнего Новгорода. Свертки белые. Сейчас будем считать. А также происшествия с самокатами, падение промышленного альпиниста с трубы и хроника дорожных происшествий. Видимо, с управлением не справился, столб и остановил. Это и не только прямо сейчас. Серьезный пожар произошел этим утром в 4-этажном жилом доме на улице Адмиралтейская. Это знаменитое бывшее общежитие вертолетного завода, ныне исторически ценный градоформирующий объект. Огонь вспыхнул около 8 часов утра в двухкомнатной квартире. Люди успели выйти из дома, и никто не пострадал. Как они признались Айрату Назипову, жить там и так было непросто. Дом фактически разваливается. Что делать сейчас после пожара, вообще не представляют. Горит. Пожар. Пожар вспыхнул 8 часом утра. Загорелась двухкомнатная квартира на 3-м этаже. Вскоре огонь перекинулся на верхний этаж. Жильцы дома эвакуировались еще до приезда пожарных. Всего на улицу вышли 25 человек. Люди, которые здесь столпились, очень у них очень такая реакция была потеряна, можно так сказать. Они не знали, что делать. Эвакуации не было, люди сами выходили, да? Люди сами выходили, люди все были, слава богу, все произошло гладко. Люди во время пожара не пострадали. Как говорят соседи, причиной произошедшего могла стать беспечность одной из жительниц дома. Она сказала, что плитку вроде забыла выключить. Или чайник, или плитку. Да, что такое? Она пробурчала, ее забрали. Ребята и увели. Быстрее, чтобы она ничего не успела сказать. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил одну квартиру. Остальные пострадали от дыма, копоти и воды. Многим жильцам дома пришлось в экстренном порядке уезжать. Кто-то отправился на дачу, кто-то к родственникам. Здесь очень много людей пострадало, и полы вскрыты во многих комнатах, во многих квартирах, поэтому нужно как можно быстрее решать этот вопрос о расселении людей. В этих условиях же, уж в этих-то точно невозможно жить. Здание, в котором живут люди, было построено еще на рубеже 20-х годов прошлого столетия. Сперва здесь жили рабочие соседнего завода, в котором сначала обрабатывали дерево, затем производили части для самолетов, а в последующем делали детали для вертолетов. Сейчас за домом фактически никто не следит. У этого здания, в принципе, как и у всех домов, которые входят в состав этого жилого комплекса, образцово-показательного, у них есть статус исторически ценный градоформирующий объект. То есть их разрушать нельзя. Но они, к сожалению, разрушаются. Я за домом слежу уже, может быть, последние лет 15-20. Вот так постепенно разрушается. Здесь, конечно, нужно более кардинальные шаги предпринимать. Жить в этом доме, говорят, и так непросто. Здание бывшего общежития хоть и является исторически ценным градоформирующим объектом, но фактически рассыпается. Удобство на улице, а во время пожара пострадало и то, что было целым. Что теперь делать, люди пока не решили. Из кого спрашивать возмещение ущерба, вопрос для них открытый. Айрат Назипов, Наиля Абдуллин, Вызов 112. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели промышленного альпиниста на территории цеха одного из предприятий Нижнекамска. 31-летний рабочий сорвался с 70-метровой высоты. Спасти его шансов не было. Как выяснили следователи, мужчина красил трубы котельные. В процессе работы он, по неустановленной пока причине, упал на землю. При этом у альпиниста имелись все необходимые средства защиты. В настоящий момент проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка действий должностных лиц, ответственных за безопасное проведение работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 39-летний мотоциклист погиб в Тукаевском районе недалеко от набережных Челнов. Как установили автоинспекторы, мужчина выбрал небезопасную скорость и съехал в кювет. Он скончался на месте ДТП до прибытия скорой помощи. На мотоцикле не было регистрационных знаков, а водитель не имел прав категории А, необходимых для вождения мотоцикла. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия. Управлял без мотошлема. По факту дорожно-транспортного происшествия проводятся следственные мероприятия. Водителю и пассажиру Kia Soul потребовалась госпитализация после аварии на улице Беломорская. Машина, в салоне которой они находились на большой скорости, врезалась в столб. Вся передняя часть иномарки была смята. Вероника Гайнудинова узнала, что мачта освещения не единственное препятствие, в которое врезалась иномарка.
С места аварии медики в больницу забрали 2 человек. Девушку, которая управляла Kia Soul, и ее пассажира. Но они в сознании были, да, как бы с ними все нормально? Конечно, да. Там парень, девушка, что ли, были, да? Или? Да. А кто водитель был, парень? Девушка. Как рассказал мужчина, аварию спровоцировала девушка, управлявшая автомобилем Kia. Они ехали в одном направлении. В какой-то момент автоледи не справилась с управлением. Въехала в столб и зацепила Volkswagen. Она сзади машины едущая обгоняла. Видимо, с управлением не справилась, в столб и остановила. А, то есть она в другом ряду была, да? Вправо? Она ехала, похоже, по моему ряду. Решил по правому ряду меня обогнать. Но не справилась с управлением и столб. В деталях произошедшего сейчас разбираются сотрудники ГИБДД. Вероника Гайнудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112. 2 иномарки Audi и Hyundai не смогли разъехаться на улице Мусина. Авария произошла в вечерний час пик. Никто из водителей вину брать на себя не стал. Они стали дожидаться автоинспекторов. Мне не надо снимать. Авария произошла в вечерний час пик. Оба водителя торопились, но обстоятельства вынудили задержаться на дороге. Я ехал так, она уезжала с прилегающей территории, все. Движение на улице Мусина было плотным. Водитель Audi ехал в сторону Чистопольской. Hyundai врезался ему в правый бок. В результате удара Audi выбросила на встречную полосу. За рулем корейской иномарки находилась девушка. Вы можете сказать, почему вы не заметили ту машину, когда выезжали? Но вы же за рулем были. Но мы же имеем право ничего не отвечать, правильно? Мы не хотим общаться. Вот все. Автомобили сильных повреждений не получили, люди не пострадали. Участники аварии остались дожидаться автоинспекторов. Автоледи уверена, что в аварии она не виновата. Но так ли это, уже будут устанавливать автоинспекторы. Светлана Кадырова, Елена Саляхова, Наиль Абдуллин. Вызов 112. С начала года в Татарстане произошло 10 ДТП с электросамокатами. Погиб 1 человек, еще 10 пострадали. Всего за текущий год за медицинской помощью после падения с электросамокатов обратились порядка 900 человек. Госавтоинспекция призывает быть максимально осторожными при использовании этого вида транспорта и сообщает, что к административной ответственности за нарушение в управлении электросамокатами привлечены свыше 900 человек. Наиболее распространенное нарушение – это выезд на проезжую часть. Водители маломощных самокатов правилами движения приравнены к пешеходам, а также пересечение дороги вне пешеходного перехода и выезд на красный свет. Есть случаи управления мощными самокатами, которые приравнены к мопедам без соответствующих водительских прав. Привлечено 8 водителей таких устройств за управление транспортным средством, не имеющим соответствующего права. Управление госавтоинспекции республики настоятельно рекомендует использовать электросамокаты и подобные устройства за пределами дорог, на закрытых территориях и специально отведенных участках. 28 граммов мефедрона изъяли полицейские Казани у 25-летнего уроженца Нижнего Новгорода. Как уверены полицейские, молодой человек приехал в Казань с одной целью – сбыть наркотики. План провалился. Парня, когда он шел класть наркотики в тайники, заметили полицейские. Он стал нервничать, стражи порядка это увидели и задержали подозреваемого. Наталья Мезина расскажет подробности его так называемой командировки в столицу Татарстана. Сверки. Белые. Сейчас будем считать. Этого парня полицейские заметили возле гаражей на улице Повстанческая. Это в Кировском районе, недалеко от улицы Краснококшайская. При виде людей в форме мужчина занервничал и резко пошел в другую сторону, подальше от стражи порядка. Понимая, что у нежелания с ними встречаться должны быть веские причины, полицейские догнали молодого человека. В ходе беседы данный мужчина признался то, что при себе запрещенные вещества, а именно закладки. Также данный мужчина пояснил то, что пришел на данный участок местности делать закладки. Задержанному 25 лет. Он уроженец Нижнего Новгорода. В Казани, как признался, занимался сбытом наркотиков. В ходе досмотра у него изъяли 60 свертков, каждый был обмотан белой изолентой. И 1 белый пакетик с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза установила, что в изъятых предметах содержится наркотическое вещество мефедрон общей массой 27,32 грамма. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом Г части 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере. Задержанный во всем сознался. На допросе рассказал, что приехал в Казань из Москвы 7 июля в своего рода служебную командировку. Здесь должен был оборудовать тайники с наркотиками, но закладки сделать не успел, так как был задержан. Сейчас по решению суда подозреваемый заключен под стражу. Теперь ему грозит от 10 до 20 лет провести в местах лишения свободы. Наталья Мезина, Айрат Назипов, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.